Нет, она будет как бы треугольником вот так вот идти. Булат Бадгиев еще учится в лицее, но уже мечтает менять мир к лучшему. Начал с безопасности пешеходов. Идея Булата в том, чтобы осветить зебру ярко-красным. Это, по его мнению, должно привлекать внимание водителей и улучшить видимость ночью. Свой проект лицеист уже представил на конкурсе «Большие вызовы». Мы хотим сделать уникальный свет. Вот тот самый пешеходный переход, который натолкнул Булата на идею. По нему мальчик каждый день идет в лицей и обратно. Светофором он не регулируется, а значит, участок опасный. Дело в том, что у меня папа водитель с большим стажем, и он не выезжает вечером на дороге, объясняя это тем, что на улице очень плохая видимость. Только в прошлом году на таких переходах в одном Нижнекамске произошло 57 несчастных случаев. Поэтому и нужны красные фонари, говорит Булат, а те, что сейчас, не так эффективны. Предлагаю заменить их потоком света, красного света, потому что белый и желтый уже сливаются с фоном города. И рекламные щиты, ты там указывал, да, вот эти вот моменты? Да, рекламные щиты и информационные огни, они тоже мешаются, и поэтому решил взять красный поток света, падающий на асфальт сверху вниз. И это не первая светлая идея в голове Булата. Молодой инноватор каждый год участвует в конкурсах с новыми проектами. Булат участвует в конференциях с 5 класса, и у нас ежегодно проходит конференция Молодцова. Он каждый год участвует, пишет научные работы и в различных секциях. Появятся ли в Нижнекамске переходы красных фонарей, неизвестно. Чтобы сменить прежние, нужно проводить экспертизы, решать, кто будет обслуживать, и самое главное, за чей счет делать реконструкцию. Так или иначе, свой проект Булат Бадгиев будет продолжать продвигать. Сергей Хайдаров, Александр Комаров, Фахри Исламов, ТНВ, Нижнекамск.